Война в Афганистане – это страница истории, одна из самых трагичных. Вспомним всех, и живых, и ушедших. Ветераны войны в Афганистане. Вы – пример мужества и стойкости, терпения и выносливости, честности и воинской доблести, товарищеской взаимопомощи и настоящей мужской дружбы. К моменту начала афганской войны, то есть вводу войск СССР на территорию Афганистана, в стране уже многие годы идет ожесточенная борьба за власть. К концу 1979 года страна была охвачена гражданской войной. Справиться с создавшейся ситуацией афганское руководство не смогло и обратилось за помощью к Москве. 25 декабря 1979 года были введены вооруженные силы СССР, которые защищали стратегически важные объекты от афганских маджахедов. СССР вел на территории Афганистана военные действия для поддержки легитимного правительства во время гражданской войны. Более 9 томительно долгих лет солдаты, офицеры, медицинский корпус достойно и до конца выполняли свой служебный долг, защищая интересы Родины. Война закончилась выводом советских войск 15 февраля 1989 года. Эхо афганской войны и сейчас тревожит наши умы и сердца. Поток публикаций на эту тему не иссякает. Вашему вниманию предлагается обзор у книжной выставки «Афганистан болит в моей душе». Представленные книги в разделе «Не отпускает нас война» расскажут об участии военнослужащих армейского спецназа в афганских событиях. Находясь на острейших участках борьбы, они первыми вступали в бой, рисковали и жертвовали жизнью, когда того требовала обстановка. Книга полковника Сергея Викторовича Боленко «Афганистан. Честь имею» посвящена судьбам легендарных воинов, героев спецназа ГРУ Главного разведывательного управления. Книга состоит из кратких биографий погибших бойцов спецназа. Отряды спецназовцев самоотверженно действовали в тылу врага, осуществляли разведку, в случае необходимости уничтожали командные пункты, ракетные установки, нарушали связь и энергоснабжение, выполняли самые сложные и опасные задания советского командования. В этой книге рассказано о герое-спецназовцах, которым не суждено было живыми вернуться на родину, но на ее страницах они предстают перед нами как живые. Мы можем смотреться в их лица, прочесть письма, которые они писали родным, узнать о беспримерных подвигах, которые они совершили во имя своего воинского долга перед Родиной. «Тайны афганской войны» назвали свою книгу полковник Ляховский Александр Антонович и подполковник Вячеслав Михайлович Забродин. И это не журналистский прием, имеющий целью завлечь читателя. В книге собраны до недавнего времени засекреченные подлинные документы и материалы, связанные с вводом советских войск в Афганистан и ходом боевых действий в течение всей войны. Дан их анализ. Впервые читатель сам изучит белые пятна афганской войны, информация которой раньше находилась за 7 печатями. Цель книги – объективно рассказать об истории афганской войны, извлечь уроки на будущее. Документальная повесть «Спрятанная война» Артема Боровика посвящена трагическим событиям афганской войны и, в частности, ее драматическому завершению – выводу советских войск из Афганистана. Это рассказ о том, что человек делает на войне и что война делает с ним, о судьбах афганцев. Автор написал эту книгу на основе материалов, собранных им при очередной командировке в Афганистан, где довелось ему быть по заданию редакции журнала «Огонек». Артем Боровик собирал материалы для книги в самых горячих точках Афганистана, в районах боевых действий, на сторожевых заставах, в ночной заставе со спецназовцами, летал на истребителе. Многочисленные герои повести – это невыдуманные образы солдат, вертолетчики, охраняющие их с воздуха и спасающие раненых, рискуя своими жизнями, офицеры, несущие тяжелый груз ответственности за своих солдат-мальчишек. Афганские стихи написаны не поэтами. Их авторы – солдаты и офицеры, честно и мужественно выполнявшие интернациональный долг в Афганистане.
В каждом слове этих незатейливых, порой нескладных строк тоска по родине, по семье, боль потери друзей и юмор солдатских будней. Они были написаны между жизнью и смертью во время войны и гораздо позже в мирной жизни, когда в ночной тиши являлись вечно молодые погибшие товарищи, а разрывы снарядов не давали сомкнуть глаз. По этим стихам можно изучать историю афганской войны. Эти произведения представляют раздел «Стихи особой группы крови». Поэтический сборник «Из пламени Афганистана» составляет произведение, посвященное службе и подвигам советских воинов-интернационалистов на афганской земле. Многие из этих стихотворений рождались как песни, записывались на кассеты и пластинки. В настоящий сборник вошли произведения, написанные как профессиональными авторами, так и самими воинами-интернационалистами. Следующий сборник «Время выбрало нас» представит стихи, положенные на музыку и ставшие популярными песнями. В сборнике представлены самодеятельные и авторские песни, созданные воинами ограниченного контингента советских войск в Республике Афганистан. В этих мужественных песнях раскрылась вся сила духа, выразились лучшие чувства молодых советских людей, наших современников с оружием в руках, помогавших братскому афганскому народу отстаивать завоевание его апрельской революции. Сергей Владимирович Антонов говорит о своем творчестве так: «Мои стихотворения о тех, кто прошагал по дорогам войны. Они жили рядом с нами, мечтали о будущей жизни, любили, смеялись и воевали. Мои стихи – это память о трудных военных километрах, о тех, кто эти километры прошел». В разделе «Да, я была в Афгане» литература, написанная непосредственными участницами тех событий. Какой мерой измерить военный подвиг тех, кто лечили солдат и офицеров от всевозможных болезней, при этом заражаясь и иногда умирая? Тех, кто, сидев 20 лет от увиденного ужаса, вырывали из пасти смерти раненых? Тех, кто обстирывали, обшивали, обкармливали, подбирали литературу, снабжали товаром, выступали на концертах, да и просто своим ухоженным видом поднимали настроение личного состава, не давая закиснуть в страшной рутине военных будней. Алла Николаевна Смолина провела в Афганистане около 3 лет. Единственная в мире, которая собирает, систематизирует и классифицирует информацию о советских женщинах на афганской войне. Ее воспоминания вошли в книгу «От Ибаты шли девчата». Воспоминания медицинских сестер, фельдшеров, санинструкторов, фармацевтов, лаборантов Среднего Урала, участников афганской и чеченской войн собраны в уникальной книге «Милосердие. Моя миссия». Авторы встречались с каждым героем книги, с близкими тех, кто погиб, исполняя свою миссию, записывали их воспоминания. Разговорить скромных героев книги было непросто. Некоторые участники отклонились от участия в проекте. Вспоминать пережитое на войне очень больно. Пройдут годы, но эта война останется в памяти народа неизгладимой трагической страницы. Останутся стихи и песни, рассказывая о силе духа и мужестве советского солдата. Война в Афганистане продемонстрировала лучшие качества воина – товарищество, взаимопомощь, героизм, глубокое чувство патриотизма.